Мансур Нохчо. Так, Анзор, у меня есть предложение, зачем не игнорировать этих манкуртов и при любом случае открытии ими рта, обращать все внимание на ихнего хозяина Путина. Знаешь, Мансур, когда я начинал работу с этим каналом, то, можно сказать, у меня были такие основные идеи работать в этом направлении. То есть говорить правду, то, что делали веками с чеченским народом. Как оккупировали нашу землю, как убивали нас, как навязывали войны, депортировали нас. Но это не понравилось этим манкуртам. Они хорошенько поработали над этим, чтобы меня оттянуть от этого дела, от этой цели. Видите, как они работают? И начали такую работу, провоцируя меня, там, выкрикивая разные там изречения делать, оскорбления. Ну, я это все прекрасно видел, но, знаешь, Мансур, мы эту проблему сегодня не можем игнорировать. И те люди, которые говорят, что вот, не надо обращать на них внимание, они никто, они там халуи и так далее, это всего лишь марионетки. Нет, это наша проблема сегодняшняя. Эта проблема, этот режим, навязанный Кремлем, Путиным, он гнобит народ, он давит на народ. Это они убивают простых людей для галочки даже. Это они захватывают в заложники родственников, давят на них. То есть делают работу за Путина. За Путина. И за это они получают огромные деньги. Так что это наша проблема, которую мы не можем игнорировать. И те люди, которые сегодня говорят, вот серьезно, которые вот так говорят, что не надо там обращать на них внимание, но они, значит, не понимают, в чем дело, и вообще не понимают этой ситуации. Если они пошли и давили на моих родственников, пугали их, например, да, ради того, чтобы меня успокоить и так далее. Или если они совершили такие акты, когда они бьют электрошокерами женщин, или бьют женщин, бьют стариков, мы что, молчать должны? Ты молчи, если хочешь, мы не будем этого делать. Это проблема, которую мы не можем игнорировать. И те люди, которые поддерживают вот это мнение, твое мнение, я с ними абсолютно не согласен. Я не говорю, что мы должны воевать, вот, вести вот эту информационную войну против именно них. Нужно, конечно, уже учитывать вот это, но главный виновник, да, в Кремле сидит. Но вот эти, которым нам навязали, чеченскому народу, они коверкают вот эту историю, нашу чеченскую историю. Учат молодежь к совсем другим понятиям. Они истребляют наши родные чеченские корни. И ты говоришь, чтобы молчали, мы не будем молчать. Не будем. И никто не заставит нас замолчать. Не то, что они что-то сказали, что-то высказали, что-то выронили из своего грязного рта. А я удивляюсь, как человек может позволить себе врать или позволить себе кого-то оскорблять. Вот чему я удивляюсь, что происходит, да вы что? Я-то давно уже ставлю диагноз этим людям. Альчи муне пкшук. Каве дуцан. Муне басайоган мою. Кам царь дуахкам. Вакхум да цаум туар мадер. Одного даже хватило бы, когда Путин сказал дважды: если надо будет, я с Аллахом буду воевать. И если они стали рядом с ними, то кто они? Кто они? Какое они имеют право кого-то чему-то призывать? Пускай самих себя призывают к чему-то. Не те люди должны задавать такие вопросы, которые стали рядом с российскими убийцами, которые убивали чеченцев, чеченский народ. То есть не вы вправе задавать такие вопросы. Вот что вы сделали с Путиным? Какое-нибудь проявили какое-то возмущение? Путин, который в 99-м году сказал дважды: я буду с Аллахом воевать. Почему вы молчите? Почему вы ничего не сказали? А сейчас
призываете к каким-то действиям, вы не осудили, вы не поддержали и так далее. Мы то, что надо, сказали. Если хочешь узнать, то посмотри на этом канале, в то время я об этом говорил. Кадыровцы провоцируют, вот именно провоцируют. Они говорят: взрывайся в городе Грозном, поедь в Сирию, взорвись там, сделай что-то в Европе. Но это же провокационные заявления. И где Генпрокуратура, где тот самый Путин, почему нет реакции от них на эти призывы, почему ничего не говорят, почему ничего не делают. То есть этому чудику дозволили говорить все, что угодно. Все, что бредет в его голову, хотя там внутри ничего нету. Не надо провоцировать нас, не надо провоцировать других людей. Уже есть эта чеченизация, и она появилась руками Кадыровых. Именно их руками чеченцы начали убивать чеченцев, вот, публично унижать перед Путиным, для Путина. То есть мы не можем это игнорировать.